Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно, да? Слышно. Да, слышно. Здравствуйте. Так, Слышно. добрый день еще раз. Прошу, коллеги, пока отключить микрофоны. Так, меня зовут Соловьев Аял Михайлович, я директор Института новых технологий Министерства образования и науки нашей республики. Мы сегодня проведем первое рабочее совещание образовательных организаций, которые участвуют в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» в 2021 году. Так, пожалуй, да, нашу работу надо уже начинать. Так, у нас количество участников 98, то есть, будем считать, что почти все школы у нас подключились. Так, мы по времени, наверное, уложимся, постараемся очень быстро провести, да, чтобы ваше время не занимать и успеть. Но это не означает, что мы на какие-то вопросы не будем отвечать. На все вопросы постараемся дать ответ. Если не сегодня, то в чате, допустим, и так далее, вы можете задавать вопросы, но мы на все вопросы ответим. Так, теперь уже по проекту. Я попрошу коллег включить презентацию. Угу. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году. Следующий слайд. Так. Вот вы видите количество образовательных организаций, которые охвачены этим проектом по годам. То есть, если мы начинали в 2019 году с 17 образовательных организаций, то уже в 2021 году участвуют 119 образовательных организаций. Из них вы видите, что 115 школ и 4 учреждения среднего профессионального образования. И по годам вы видите. В этом году у нас охвачены почти все районы республики. В следующем году уже все районы, в 2022 и 2023 годах. Так, следующий слайд. Так, вот вы видите по районам, какой охват у нас по количеству школ и учреждений СПО. Так, следующий слайд. Так, это уже по проекту, по оборудованию, да? Так, как вы знаете, у нас руководителем проекта являлась Ирина Павловна Любимова, первый заместитель министра образования и науки. Но вот совсем недавно произошли изменения, и руководителем регионального проекта «Цифровая образовательная среда» у нас стал министр образования республики Михаил Петрович Сивцев. Уже он сам непосредственно руководит нашим проектом. Мы в этом году каждая образовательная организация закупаем Е1 МФУ. Будете получить. Это именно по оборудованию, что касается оборудования. Так, следующий слайд. Помимо этого проекта мы также участвуем в проекте подключения социально значимых объектов к сети интернет. Допустим, школы города Якутска уже вы в курсе, что это такое. Но многие районы в курсе, что это такое. Как вы знаете, исполнителем проекта является акционерное общество «Дозор Телепорт». И вот это общество, оно подключает все наши школы к единой сети передачи данных, посредством которого будет осуществляться выход в сеть интернет на бесплатной основе. Трафик интернета в этих школах будет оплачен до конца 2021 года включительно. Сейчас в данное время рассматривается вопрос о дальнейшей оплате трафика за счет федерального бюджета. И вот вы видите, что в этом году сколько учреждений будет подключено по районам. Допустим, вот в Верхневилюйском, Верхоянском районе, Вилюйском районе много. В том же, допустим, Мирнинском районе, допустим, у нас только одна школа. Но это не означает, что почему включили только одну школу.
Одна школа подключена, потому что в Мирнинском районе уже большинство школ подключено к скоростному широкополосному интернету. И вот поэтому одна школа. Так, по перечню СЗО конкретному, уже какие конкретно школы, решение будет издано буквально на днях. Мы до управления образования эти решения доведем. Какие школы в этом году будут точно подключаться. Так, следующий слайд, пожалуйста. Так, по показателям. Это очень важная составляющая нашего проекта. Прошу обратить внимание, какие мы должны выполнить показатели. Так, вот вы на слайде видите, да? Ну, тут по нулям стоит, но эти показатели у нас уже со следующего года должны 100% исполняться. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационной сервисной платформе. Я хочу вкратце остановиться, что за эта платформа. Министерством просвещения Российской Федерации в настоящее время идет работа по формированию этой платформы. Эта платформа информационно-сервисная, как название в своем отражает, что за эта платформа. Допустим, мы сейчас используем различные государственные информационные системы. Сетевой город образования, сетевой регион, по дошкольникам у нас есть, по ФРДО и так далее, и так далее. Эти все государственные информационные системы будут интегрированы в эту платформу. Помимо этого, управленческих каких-то механизмов, эта платформа предполагает также то, что будет обладать учебным контентом, то есть образовательные ресурсы, которые соответствующим образом верифицированы, то есть прошли проверку, они будут допускаться на эту платформу. Эта платформа будет, посредством этой платформы, единой федеральной платформы, уже будем работать мы со следующего года. В этом году значение стоит, конечно, 0%, но со следующего года нам уже обязательно надо будет исполнять этот проект. В прошлом году мы 15 декабря открыли единый, то есть в единый день открытия пространства цифровой образовательной среды мы открыли наше пространство в 76 образовательных организациях и 26 учреждениях СПО. В этом году мы пока еще не планируем, то есть дату не определили, когда у нас будет все готово. Как только у нас завершится поставка оборудования и какие-то соответствующие ремонтные работы, мы скажем уже, какого числа у нас будет единый день открытия. Что касается ремонта. Нами будут разрабатываться изменения в брендбук, по которым нужно проводить ремонтные работы. Наши ремонтные работы не требуют каких-то больших вложений, они достаточно такого уровня, технически несложного уровня, поэтому силами образовательных организаций это можно провести. Но мы пока будем вносить изменения в брендбук. В скором времени уже до вас доведем вот этот брендбук. Так, еще какой слайд есть у нас? Так, по другим вопросам. Да, вот это я очень кратко остановился на федеральном проекте. Помимо этого, у нас очень много работ в нашем школ, которые участвуют и по другим направлениям. Вы знаете, что у нас в республике работает портал образовательных услуг Республики Саха-Якутия, который состоит из автоматизированных информационных систем. Это и сетевой город, сетевой Е-услуги, сетевой регион образования, учет контингента и сетевой город образования – это модуль учреждений среднего профессионального образования. На чем я хотел бы остановиться, уважаемые коллеги. Как вы знаете, у нас зачисление в первый класс почти по всем районам есть такая возможность, но с 1 апреля этого года мы вводим обязательное зачисление в первый класс по всем школам.
В городе Якутске, как вы знаете, это очень востребованная услуга, потому что у нас действительно есть большая очередность. И я знаю, что есть большая очередность и в районных центрах. Поэтому вы наша опора, скажем, да, которые вот участвуют в нашем проекте. Прошу за это дело очень хорошо взяться. 1 апреля, уже вот скоро, мы должны все перейти вот на запись в первые классы в электронной форме. Соответствующие все совещания проведены на уровне любимого Ирины Павловны, первого заместителя министра. Все инструктивные письма отправлены в районное управление образования. Поэтому прошу принять активное участие. Так, также у нас будут изменения в этом году по зачислению, это просто для сведения, да, но это тоже вас касается, по зачислению детские сады через единый портал государственных услуг. Теперь мы будем уже, все родители будут записывать своих детей в детские сады через госуслуги. Так, по федеральной информационной системе ФРДО, Федеральный реестр данных об образовании. Да? Мы также являемся оператором, региональным оператором ФИС ФРДО. Надо сказать, что необходимая работа уже проведена в этом направлении. ФИС ФРДО, в каждом управлении образования у нас есть автоматизированные рабочие места. Тут что я хотел бы подчеркнуть, да? В связи с вступлением в силу некоторых положений по безопасности, по информационной безопасности, в этом году будет издан приказ Министерства образования об обеспечении информационной безопасности в образовательных организациях. То есть мы уже будем в каждой школе открывать автоматизированное рабочее, аттестованное рабочее место. Да? То есть мы уже должны соблюдать законодательство по персональным данным, по информационной безопасности уже в каждой образовательной организации. Прошу поэтому тоже подготовиться к проведению данной работы. В скором времени приказ будет подписан и до вас будет доведен. Необходимые все консультационные и так далее мероприятия мы будем проводить. Эта работа большая и требует каких-то небольших, но усилий. Так, надеюсь, все наши школы активно участвуют в работе сетевого города образования. Как вы знаете, это самый наш основная автоматизированная система. Это у нас и электронный дневник, и журнал посещаемости и так далее, и так далее. Так, еще что я хотел бы сказать. Так, по МСОКа. В 15 районах, в 122 школах у нас введена АИС МСОКа. МСОКа – это многоуровневая система оценки качества образования. Эта система позволяет выстраивать в образовательных организациях мониторинг качества образования. То есть и по каждому учителю, и по каждому обучающемуся. Подробно я, конечно, сейчас сегодня не буду останавливаться. Если есть необходимость, заинтересованность в реализации, во внедрении МСОКа, мы вам окажем тоже техническую помощь в этом отношении. И по загородным лагерям. Сегодня принято решение, что запись в загородные лагеря будет уже реализовываться в этом году. Нет, не загородные лагеря, а, как называется это, учреждение летнего отдыха в каникулярное время, да? И в школах, и учреждение дополнительного образования будет реализовываться посредством вот электронной записи. Необходимую инфраструктуру мы в настоящее время создаем и будем тоже интегрировать вот с порталом образовательных услуг. То есть уже запись детей будет посредством вот электронной формы. Это очень удобно. Допустим, дети из других районов могут записываться в лагеря, тот район, куда они едут отдыхать и так далее. Так, у нас следующий слайд, пожалуйста. По сайтам. Как вы знаете, одно из требований национального проекта образования – это обязательно обновление информационных представительств образовательных организаций. Это сайт. И там есть приказ Рособорнадзора по структуре, по содержанию этих сайтов. Мы обязаны исполнять эти требования. В настоящее время у нас эта работа
не централизована, она ведется каждой образовательной организацией в своем режиме. В связи с этим принято решение о переходе на единый конструктор сайтов для образовательных организаций. В нашем случае это домен Saha.gov.ru, то есть правительственный домен Республики Саха-Якутия. И в этом году 300 организаций мы с 1 сентября обеспечим переход на вот этот вот домен. И прошу наши школы, которые участвуют в проекте «Цифровая образовательная среда», принять обязательное участие в этом мероприятии. Мы составим календарный план обучения ваших сотрудников, которые ведут сайты, как заполнять этот сайт, как переходить. Обучение будет происходить какими-то группами, не все школы сразу, а какими-то группами, но соответствующую дорожную карту мы сделаем и вам разошлем обязательно. Этот у нас проект совместно с Министерством инноваций Республики ведется, их подведомственным учреждением Республиканским центром информационных технологий. Так, следующий слайд. Так, вот по брендированию. Да, я уже говорил, необходимо вам соответствующие помещения подготовить. Обязательно логотип национального проекта должен быть. Во-первых, это национальный проект России, во-вторых, национальный проект образования и уже федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Как я уже говорил, мы внесем изменения, соответствующие изменения в брендбук в части цифровой образовательной среды. Если национальный проект России уже утвержденный бренд, по ЦОС это уже наши полномочия, мы будем вносить изменения по цветовой гамме, по эмблеме и так далее. И вам надо будет подготовить соответствующим образом помещение. Так, следующий слайд. Прошу этот план, это дорожная карта, план мероприятий, которые мы должны сделать, выполнить. Прошу вот этот план принять в исполнение. Наш адрес вы должны... Но помимо этого мы раз в квартал пока, потом, может быть, даже раз в месяц обязательно будем проводить все такого рода совещания. Так, по утверждению плана мероприятий целевой цифровой образовательной среды у вас должен быть издан план. Мы, конечно же, метод рекомендаций все направим. Информационное сопровождение – это уже ваше полномочия, то есть вы должны информировать, скажем, ваши районы, организации, общественные организации и так далее, о том, что вами реализуются данные мероприятия, и соответствующие ссылки нам тоже, мы отчитываемся в федеральный офис, проектный офис, поэтому прошу эту работу тоже выполнить и поставить на соответствующий уровень. То есть медиаплан у вас тоже отдельно должен быть. Вы где-то должны публиковать, дать интервью, направить какие-то, допустим, пресс-релизы и так далее. Конечно, методическую помощь тоже мы будем оказывать. Так. По сетевому городу, то есть вам надо обязательно постоянно выполнить все необходимые мероприятия, которые указаны в сетевом городе. Это мы будем проводить регулярный мониторинг и соответствующий отчет тоже будем вести. Так, следующий слайд. По брендированию я сказал. У нас ориентировочная дата 31 августа, то есть 1 сентября у нас помещения должны быть готовы. По курсам квалификации. По курсам повышения квалификации. У нас есть тоже свой план по курсам повышения квалификации, но вместе с тем
Никто вам не запрещает самостоятельно принимать участие в каких-то курсах повышения квалификации, каких-то мероприятиях, семинарах, вебинарах. И если у вас есть такие самостоятельные действия по этому поводу, повышения квалификации, прошу тоже наш адрес направлять соответствующие письма о том, что вы прошли такие-то курсы. Мы вам обязательно тоже будем помогать. У нас есть тоже свой план работы по этому поводу и по руководителям школ, и по учителям, предметникам, по учителям информатики и так далее. Этот план нами разрабатывается совместно с другими учреждениями дополнительного профессионального образования. Есть некоторые курсы, которые проводятся уже на базе московских каких-то организаций, допустим, Академия народного хозяйства и так далее. Так. Угу. Ну, остальные мероприятия у вас тут расписаны, да? Еще что я хотел бы подчеркнуть. Уважаемые коллеги, мы должны организовать работу по регистрации обучающихся на портале государственных услуг Российской Федерации госуслуги.ру. Это необходимо делать. Как вы знаете, у нас с каждым днем все больше, скажем, нашей работы и работы всех государственных муниципальных органов переходит в электронный формат на государственные услуги. У нас в Министерстве образования принят соответствующий план. И почти все, если не все государственные услуги, которые оказываются, они уже будут в электронном виде. Поэтому очень удобно будет всем, и учителям, и ученикам перейти, зарегистрироваться на портале государственных услуг. Это обязательное требование. В том плане, что, допустим, поступление после 9 класса, после 11 класса в учреждение среднего профессионального образования, учреждение высшего профессионального образования у нас уже идет посредством государственных услуг. Поэтому это уже в хаотичном порядке, чтобы в мае месяце это все дело не организовывать. В этом году, поэтому уже предлагаю вам начать, если у вас уже не начата работа. И в марте, и в апреле месяце все обучающиеся пусть зарегистрируются на государственных услугах. У вас у всех есть, допустим, вы сами в курсе. Так, помимо этого, да, спасибо за презентацию, прошу отключить. Помимо этого, что я хотел бы сказать? По единой системе электронного документооборота будет подписан приказ Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия по переходу образовательных организаций в единую систему электронного документооборота. Ну, конечно же, вы наши передовики, скажем, да, электронного цифрового образования. Вы у нас будете идти в этом направлении первыми. Документооборот у нас весь перейдет в электронный формат. То есть это очень удобно, это очень быстро. И в плане контроля для руководителей, допустим, организаций. Электронный документооборот – это очень удобно. И в этом до нового учебного года это мероприятие должно быть реализовано. Так, я уже говорил, что совещания такие мы будем проводить на регулярной основе. Пока мы находимся в стадии размещения заказов на поставку оборудования. Нам подтвердили все финансовые объемы. Мы уже будем заказывать это оборудование централизованно. Ожидаем поставку оборудования в августе месяце. И в течение августа прошу уже, как только поставка будет сделана, организовать доставку до ваших образовательных организаций этого оборудования. Как вы видите, оно объема небольшого, и веса и так далее. Это каких-то таких затратных моментов не требует. Помимо всех этих, всего этого оборудования, в приоритетном порядке, конечно же, у нас это будет внедряться платформа, различные образовательные ресурсы, различные сервисы, допустим, по видеоконференц-связи. Это наши школы, которые участвуют в СОСе, будут обеспечиваться ими в приоритетном порядке. Это уже на следующих совещаниях мы будем эти вещи обсуждать.
Так, какие есть вопросы, уважаемые коллеги? Электронный документооборот на какой платформе вопрос? Электронный документооборот на платформе единая система электронного документооборота у нас в республике есть, ИСЭТ называется. На этой платформе будет реализован. На ИСЭТе сидят все государственные и муниципальные органы управления и государственные организации. Можно, да, вопрос? Якутская городская национальная гимназия, Валентина Михайловна Примакова. Ага. Вы сказали, по городскому округу Якутск будет 2 школы, да, подключения к интернету? СЗО? Подключение к интернету. Да, ага. Ага. Да, и как подключаться? У нас нету Да. По моей информации, национальная гимназия уже подключена к СЗО, но я прямо сейчас могу уточнить. Почему уже подключена? У нас нету. Как подключено? Так, и потом второй вопрос. По первому классу электронная запись детей в первый класс, да? Угу. Там должен быть выбор языка. Это будет в этом году или нет? В прошлом году не было, и из-за этого, потому что родитель при поступлении должен выбирать обязательно. Наталья Петровна, прошу отключить микрофон. Так, выбор языка, да. Да. Сейчас у вас как процесс организован по выбору языка? Вот дети поступили? Ну, поступили, потом подходили и сами письменно писали, что выбирает родной якутский язык. Угу. Из-за этого были очень много проблем. Подходили и которые хотели обучаться на... Да, есть такая проблема, я в курсе, да? Угу. И у нас несколько лет назад, если вы помните, была такая возможность по языкам выбрать сразу язык обучения. Да. Но по требованию прокуратуры мы это... Наоборот, по требованию прокуратуры... Да, но в то время по требованию прокуратуры мы убрали эту возможность, так как там несколько каких-то ограничений есть, видимо. В этом году мы действительно работаем над этой проблемой. И 1 апреля будет? 1 апреля не будет, я вам точно скажу, сразу без этого, да, честно скажу. Выбор языка 1 апреля технически это очень сложно сделать до 1 апреля. Но есть такая проблема, мы над ней работаем. По СЗО я прямо сейчас уточнюсь, и вам сразу же вам позвонят, по городской гимназии. У меня была информация, что есть подключение. У вас обязательно будет, это подключение будет, я еще раз говорю, будет бесплатно для вас. Да, ну мы же платно подключили сами 20. Да, единая сеть передачи данных такая. Ну, нам обязательно надо. Мы как бы вошли в школу новых технологий, да, по проекту. Угу. Спасибо. Прямо сегодня мы вас проинформируем. Хорошо, спасибо. Угу. Так, еще какие вопросы? Почему нельзя организовать доставку до образовательной организации? Ну, коллеги, мы привозим это оборудование из-за рубежа до города Якутска, да, и достаточно сопряжено это с большими какими-то расходами и трудностями. Тут вы должны пойти нам навстречу и вывести это оборудование самостоятельно. Тут я каких-то таких трудностей я не вижу. Поэтому прошу вот это дело организовать. Сайт обязательно переводим на домен sahagov.ru. Если у вас есть, ну, тут надо тоже индивидуально смотреть. Да, обязательно, в целом обязательно, но если у вас очень хороший какой-то сайт, который вы цените, да, тут надо работать, конечно, в индивидуальном порядке. Вы можете обратиться уже к нам прямо, да? Так, Усьянский.
По поводу СЗО и 2 мегабит. Так, да, школа у нас подключена на скорости 2 мегабита по спутнику. И, к сожалению, возможности спутникового подключения, как вы знаете, они очень ограничены. Вы знаете, когда мы начинали подключение к интернету школ северно-арктических районов, у нас скорость была 512 килобит в секунду, это было очень много в то время. Сейчас 2 мегабита. И вот эти 2 мегабита, они бесплатные. Но тут надо смотреть. Вы, пожалуйста, нам отправьте информацию. Если меньше, допустим, да, там, не 2, а 512, мы будем соответствующие вопросы ставить. Так. Сахагов.ру – это сайт бесплатный. Домен будет для вас бесплатный. Если вы сейчас какие-то деньги платите, допустим, организациям, которые вам сайты делают, Сахагов.ру будет для вас бесплатно. Этот конструктор будет вам нужен. Он единый конструктор будет, где вы будете размещать соответствующие документы. Вот учредительные документы, лицензии и так далее, и так далее. Руководство школы, педагогический состав. То есть единый, очень удобно будет вам работать. Так, еще какие вопросы есть? Тогда еще один вопрос. Мы уже подключились, платим, тогда уже не будем платить. По СЗО? Нет, по сайту Сахагов. Вы уже там, да? Да, мы уже там и платим конструкторам. А сколько вы платите? Сколько мы платим, Петр Петрович? Вы были тут? По-моему, 40. Да. Раз. Где-то так. Да? Мы, получается, в Саха School. Это другая. Нет, это не Саха. Это не другая Сахагов. платформа. Не Саха. Это другой. Тогда надо... Это другой. Это Саха School, это частная организация. Это ООО Якстар. Совсем другая организация. Да. Тогда надо перейти срочно, да? С 1 сентября вот мы планируем. Угу. Хорошо. Да. Сахагов.ру сейчас доступен, но вы можете зайти в Сахагов.ру, написать, это сайт правительства республики, портал республики. Так, с какого периода? С 1 сентября. Финансирование, так. Регистрация всех учащихся на госуслуги. Там есть возрастные ограничения, но родители могут записать детей до 14 лет, а с 14 лет все дети могут записываться на госуслуги, регистрироваться. Вам будет самим удобно работать уже с выпускниками, когда они все будут уже зарегистрированы, иметь на руках все документы, СНИЛСа и так далее. Так, коллеги, еще какие-то вопросы есть? Здравствуйте, по поводу вот изменений в Санпине. Там, если не ошибаюсь, там было ограничение по использованию диагонали. А у нас нетбуки, получается, 11 дюймов, если я не ошибаюсь. Они Да. типа вроде сейчас нельзя использовать их, нет? Вот уточнение хотелось бы. Нет. Насколько я знаю, Санпины в этой части по ограничению использования ноутбуков и планшетов, они сняты. Давайте я уточню все-таки. Я вам точно сейчас прямо не могу сказать. Нет, вопрос правильный. Здравствуйте. Да, вопрос Действительно, правильный. 1 января изменения были. Там я вот посчитал, 14-дюймовые даже вот ноутбуки для администрации школы, они вроде тоже не подходят для обучения детей. Там я вот посчитал, там в сантиметрах было указано. Это, грубо говоря, 15 дюймов должно быть. Минимальная диагональ экрана ноутбука. Хорошо, я понял. Может быть, я неправильно понял, поэтому вот уточняю. Да, я обязательно уточню сегодня с федеральным оператором по этому поводу, и на следующем совещании мы это озвучим обязательно. Хорошо. Еще какие есть? Сетевой город усеченный. Дополнение приложения можно централизованно закупить. Централизованно закупить можно, денег нету, как говорится. Так. Каждая школа действительно может какими-то модулями дополнять это сетевой город образования. И в этой части ограничений нет. Вы можете это все, ваши сотрудники, которые занимаются сетевым городом, они знают про возможности. Это отчетности, про МСОК, я говорил, соответствующие
к нам обратитесь, мы в этой части поможем. Можно Вносите еще изменения в вопрос? кабинете тем, кто оформил в прошлом году. Нет, не надо вносить изменения к тем, кто оформил в прошлом году. Так, да, еще один вопрос. У кого? Еще один вопрос, а вот по поводу электронной записи в первый класс. Примерно когда вот логины, пароли школам будут пересылать на? У кого? Сейчас. Логики. Они еще не получили еще, да? Ну, по крайней мере, мы вот с управлением образования переговаривались, там сказали, что нет, мы вот все еще ждем информации. На следующей неделе будет. Хорошо. Мгм. Те, кто еще не получил. Так, еще есть вопросы? Так. Ну хорошо, уважаемые коллеги, у нас, как я говорил, у нас есть группа, в этой группе ваши ответственные, поэтому все вопросы можете задавать в этой группе, мы на каждый вопрос отвечаем. Следующее совещание мы также проведем в таком формате в апреле месяце, в конце апреля месяца, и прошу тоже принять активное участие в этом совещании. Так. Автоматизации школьного питания. Ну, давайте на этот вопрос мы ответим на следующем совещании. Спасибо большое за участие. Отправляйте свои вопросы в группу. Если что, выходите прямо на нас. У нас наши контактные данные у вас есть. 43 57 07, если кто не знает. Номер нашего телефона. 43 57 07. И мы работаем в очном формате в нашем институте. Если что, можете к нам заходить. И прямо мы каждый день работаем здесь. Спасибо большое за участие. Всем до встречи. До свидания. До свидания. Психоходили, Нахтал. До свидания.